Здравствуйте, это программа «Ревизор». Сегодня мы подводим итоги уходящего года. Еще раз напомним о тех объектах, которые попали в поле зрения нашей редакции, а также поделимся итогами работы за 2017 год. В 2017 году было отремонтировано и реконструировано более 100 километров автомобильных дорог. Основные работы проведены по направлению Сыктывкар-Усть-Кулом и стратегической для Республики Коми, Ненецкого автономного округа и всего российского севера трассе Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. За каких-то 9 месяцев дорожники осилили такой, казалось бы, неподъемный объем. Очистили полосу отвода от леса, завезли весь необходимый материал, уложили геосетку, выполнили основание из щебня, уложили слой асфальтобетона и щебеночно-мастичного асфальта. Время преодоления пути с Малой Перы до Ираэля с 1,5 часов сократилось до 30 минут. Участок в 34,5 километра сдали со значительным опережением сроков. Оценить качество реконструированного участка смогли не только автолюбители, но и руководители республиканских и федеральных дорожных ведомств. Во время открытия не раззвучала фраза «эталонная дорога». Компания «Автобан» справилась с поставленной задачей. Первая дорога, которую мы построили в рамках концессии. И здесь, конечно, большую роль сыграла и администрация края, и республики, и большую роль сыграл «Газпромбанк», который являлся тоже и двигателем вообще этого проекта. То есть этот проект, он складывался достаточно долго. Это на протяжении года мы стремились к тому, чтобы было подписано концессионное соглашение. От концессионного соглашения дальше перешли к финансовому закрытию. То есть это целая работа, целый труд, который мы делали для того, чтобы этот проект мог состояться. И это пока половина реализуемого в условиях концессии проекта. Сегодня строительные работы ведутся на участке Ираэль-Каджиром. Это еще 46,5 километров, которые обеспечат круглогодичной транспортной связью более 50 тысяч жителей нашей республики. Участок реконструкции нами полностью закончен. Сейчас все мощности задействованы на участке строительства. Здесь мы закончили возведение земляного полотна. Активно ведем работу по отсыпки песчано-подстилающего слоя, производим завоз строительных материалов для выполнения работ в следующем летнем сезоне. На данный момент на стройке задействовано порядка 400 человек и почти 100 единиц дорожной техники. Работа ведется круглосуточно. Сроки сдачи – сентябрь 2018 года. Потому проезд по строящейся трассе для населения закрыт, чтобы большегрузы не продавливали неготовое дорожное полотно. Жителям Печоры и остальных северных муниципалитетов пока придется пользоваться зимником, который, к сожалению, до сих пор официально закрыт. И на его расчистку технику район не выделяет. Все чаще навстречу людям идут сами строители. Осуществляем помощь муниципалитету в области поддержания дорог в приемлемом состоянии. Почему вы это делаете? Потому что работаем в этом регионе и должны осуществлять возможную помощь жителям региона. В октябре съемочная группа программы «Ревизор» выезжала в Сосногорский район, где ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. К строительству подрядная организация «Промресурс-М» приступила в декабре прошлого года и за 12 месяцев обязалась ввести долгожданный для сосногорцев спортивный объект. Однако уже к октябрю горожанам стало понятно – подрядчик в сроки не укладывается. Готовность объекта к моменту нашей инспекции составляла порядка 40%. При осмотре будущего ФОКа мы зафиксировали, что в полном объеме были выполнены работы нулевого цикла, завершено обустройство фундамента, возведен металлический каркас и залита чаша бассейна. Все прочие работы существенно отставали от плана графика. После инспектирования объекта главой региона Сергеем Гапликовым строители, конечно же, ускорились. Кроме того, теперь в ежедневном порядке проводятся планерки с участием руководства Сосногорского района. Работы на объекте ведутся, контроль ведется со стороны министерства, со стороны заказчика. Безусловно, поскольку объект находится у нас на территории муниципалитета, практически мы здесь каждый день контроль осуществляем за ходом работ. Отставание, насколько я знаю, увеличиваться перестало, то есть существующее есть. Работу подрядчик наладил. По большей части периметр здания закрыл, и завтра они начинают уже запуск тепла. Все инженерные коммуникации здесь подсоединены, смонтированы по большей части.
Я думаю, до Нового года закроют все периметры, и здание будет уже под теплом. И вот с тем отставанием, о котором говорил подрядчик, объект будет введен. И как нам сообщили в администрации муниципалитета, 28 декабря в бассейн было подано отопление. В течение этого года мы наблюдали сразу же за несколькими объектами, которые строятся в рамках договоров долевого строительства. Один из домов находится на Нагорном проезде города Сыктывкара. Когда будет достроено это здание и когда же новоселы получат свои ключи и ордера на вселение, узнаем в стройнадзоре Республики Коми. Напомним, на перекрестке улиц Юхнина и Нагорного проезда по задумке правительства Коми должны были снести 38 ветхих двухэтажек и до 2021 года на площади в 20 тысяч квадратных метров построить современный многоэтажный квартал с новыми коммуникациями. Например, в этом доме, который планировался к сдаче еще этим летом, свои квартиры должен был получить 61 дольщик. В их числе жители соседних переселяемых деревяшек и те, кто вложил сюда материнский капитал, кредитные и ипотечные средства. 20 июня несостоявшимся новоселам взамен предыдущей инвестиционно-строительной компании был представлен новый потенциальный застройщик, и большинство дольщиков на собрании согласились с предложенным вариантом. И буквально на днях было принято долгожданное решение о смене застройщика. Планируется передача объекта Фонду развития жилищного строительства Республики Коми. Соответствующее соглашение подписано в конце ноября этого года. Сейчас проходит по нему государственная регистрация. Ожидаем возобновления строительных работ в начале следующего года. Сроки значительно сдвигаются. Предположительно, в каком году все-таки, в 2018 или все-таки в 2019 те самые первые дольщики получат свои квартиры? Согласие дольщиков мы собирали на ввод объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2018 года. Пока иных сроков мы не называем, планируем вот именно в 4 квартале. Возможно, вы в курсе, каковы планы застройщика. Он будет продолжать осваивать территорию, расселяет деревяшки, или остановится только на этом здании? Да, реализация программы развития застроенной территории предполагается новым застройщиком. Ну и, конечно, все необходимые действия должны быть завершены в этом направлении. Что делать с дольщиками на Ручейном? С дольщиками на Ручейном в прошлом месяце мы также провели собрание. Предложено им было также заменить застройщика с иск на Фонд развития жилищного строительства. От всех дольщиков согласие получено. Соглашение планируем к подписанию в следующем квартале, то есть первый квартал 2018 года. Этот же застройщик готов достроить дома для переселенцев и 20 зарегистрированных дольщиков на улице Ручейной города Сыктывкара. По просьбе зрителей мы продолжаем наблюдать за возведением еще одного жилого комплекса в центре Сыктывкара. Здесь в рамках договоров долевого участия продано более 240 квартир. И несмотря на то, что сроки сдачи объекта были сдвинуты, у Госстройнадзора к застройщику претензий нет. Застройщик исполнил свою обязанность по направлению уведомлений в адрес участников долевого строительства о невозможности завершения строительства в установленный срок и предложил им подписать дополнительные соглашения к действующим договорам в части переноса сроков. То есть свои обязательства в этой части застройщик исполнил. В ноябре 2017 года подрядчик пообещал завершить часть работ. В прошлый раз, когда мы приезжали, здесь не был закрыт еще контур, не хватало многих окон. Я вижу, что доделаны работы на первом этаже. Что сейчас делаете, какие объемы остались до Нового года и чем будете заниматься в следующем году? Ну, как мы и обещали, полностью закрываем тепловой контур. Сейчас идет остекление, закончили благоустройство. Сейчас вплотную занимаемся подачей тепла в дом и обеспечением того, чтобы дом встал под тепло и можно было делать внутренние работы полным ходом. Тепло дадут вам сразу же после Нового года, и получается, ближе к весне вы дом заканчивать будете? Конечно, конечно. То есть мы, как и обещали, мы обозначили срок середина марта и делаем все, чтобы в него успеть. В ноябре мы выезжали в Нижпогосский район, осматривали по просьбе телезрителей сети отопления в поселках и райцентре муниципалитета. Напомним, в августе 2017 года часть сетей и котельных района были переданы к Нижпогосской теплоэнергетической компании под руководством КТК. Буквально за 2 месяца за счет средств компании коммунальщики проделали огромный объем работ. На сегодняшний день утеплены Ленинградская улица. По горячему водоснабжению вся полностью утеплена. Утеплен больничный переулок, стадион КМЗ и тепловые сети совместно с сетями горячего водоснабжения, ведущие по территории завода КМЗ.
но по территории завода КМЗ утеплена трасса не вся. Мы будем продолжать после новогодних праздников. Сразу же приступим. Котельная Финореченск. На прошлой неделе была установлена блочно-модульная котельная. Завтра у нас должна быть поставка топливных брикетов туда. В субботу мы ее запускаем и переходим на блочно-модульную котельную. Всего привести в порядок в Нижпогосском районе нужно почти 74 километра различных сетей. Внимание требует водозабор 60-х годов постройки, который обеспечивает город водой, и канализационная очистная станция. Все эти объекты будут включены в долгосрочный инвестиционный проект по модернизации коммуникаций. В этом завершающем выпуске мы решили собрать позитивные моменты, ведь в канун Нового года хочется говорить о хорошем и желать вам всем, наши дорогие телезрители, благополучия, здоровья, счастья и удачи. И пусть поводов для радости будет больше, чем поводов для грусти. Всего вам наилучшего. Встретимся в новом 2018 году.